Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Сегодня наш выпуск целиком и полностью посвящен открытию байкерского сезона, мотопутешествиям, байкам и всему, что с этим связано. И сегодня мы встретились с нашим старым другом Русланом Косых. По прозвищу Лом. Когда ты в первый раз сел за руль байка и как поехал, и как вообще, какие у тебя впечатления были о первом опыте? Пришел в магазин, увидел байк, говорю, хочу его. Мне дали прокатиться, до этого не ездил вообще ни на чем. Мне рассказали, как, что. Сел, попробовал. Конечно, он мне показался мощный, это был Honda Steed. Как ты пришел к тому, чтобы купить вот именно круизер? Берут же и спортухи, эндуро и так далее. То есть, понятно, что поровну, но вот почему именно ты решил выбрать круизер? Но меня не вдохновляют спортики. Жужжат. Скорость, конечно, да, но здесь ездить негде. А как выбрать крутой байк? Допустим... Конечно же, должно быть много хрома, всяких хохоряшечек, там, лампочек разноцветных. Шучу. У каждого свое понятие. Кому-то это просто средство перемещения. Допустим, для меня это звук. Чем больше объем, чем такты слышнее, чем он громче, тем для меня это лучше. А есть у тебя какие-нибудь талисманы там? Да, есть, конечно. Какие? Вот есть талисманчик такой. Беру его всегда с собой. Коробки вскрывать. Дизайнеру-то, кукри, это же вообще в хозяйстве, это вообще же главное. Что ты вот можешь посоветовать начинающим ребятам, которые только сели, и вот какие-то хинты, лайфхаки, может быть, вот авторские методики? Сальто на мотоцикле сразу. На площади Ленина. Конечно, нужно быть максимально предсказуемым. Есть такая истина одна. Если есть возможность тебя понять неправильно, поверь, тебя обязательно поймут неправильно. Выкладка из закона Мерфи. Да, то есть обязательно нужно вести себя на дороге так, чтобы у водителей не было сомнения, что ты сейчас хочешь сделать. Прошедшее недавно открытие мотосезона имеет особое значение для тех, кто передвигается на двух колесах. В этом году мотоциклистов поддержала мэрия, а само событие было направлено на профилактику ДТП. Одна из главных была в том числе целей добиться правильного отношения, правильного взаимодействия между горожанами, мотоциклистами и автомобилистами. Разрушить вот этот вот навеянный, как-то точно не нашим поведением, образ вот таких вот постоянных нарушителей. Он поддерживается в каждом сезоне, в каждом новом сезоне теми людьми, которые только-только сели на мотоцикл, которые плохо понимают еще, как себя вести. Вот и все. Видя, что колонну сопровождают машины ГАИ, и что люди в шлемах, некоторые даже бритые, то мы думаем, горожане это оценили. Мотодвижение в Якутске семимильными шагами развивается, потому что на закрытии прошлого сезона было порядка 80 мотоциклов, сегодня мы уже насчитали больше 100. То есть очень много мотоциклов в Якутске, очень много ребят их покупает, и главное, люди не боятся. Вот у нас есть Sport Devil. Люди на спортивных мотоциклах стараются ездить красиво, скажем так. То есть пытаются ездить с трюками. Или у нас есть, например, Old School. Они реставрируют старые мотоциклы. И у них очень неплохо получается. У них там для страны несколько достаточно уникальных экземпляров. Я 100% знаю, что у меня будет мотоцикл, что я буду водить сама. Но мне не разрешают, не доверяют. Вот отправили в спортзал, иди качай ноги. Если с лежачего положения мотоцикл поднимешь, тогда получится.
Мототуризм среди якутян только начинает развиваться. И несмотря на качество дорог и большие расстояния, наши байкеры и путешествуют, и принимают у себя гостей. Вы знаете, к нам в Якутию очень много приезжает байкеров из Европы, из Австралии, из Америки. Просто среди нас это не развито. Нет понимания того, какая у нас богатая на самом деле республика. В плане красивых мест. Просто это придет. Я думаю, у нас появятся мотопутешественники. Люди начнут кататься на мотоциклах не просто так, а это станет их жизнью. Они будут мотоциклистами, они будут ездить на работу, по делам. Понимаете, это нормально. То есть, если человек ездит на мотоцикле, это не значит, что он какой-то от общества оторванный. Это просто средство передвижения. Для меня этот день очень даже важен, потому что эти люди, эти ребята стали мне очень близкими. Надеюсь, побольше чопперов будет, а не спортивных. Мне чопперы нравятся больше. Главное, чтобы все были живы-здоровы, чтобы ездили аккуратно в шлемах. Но нужно прежде всего думать о своей безопасности. Говорить по поводу того, что там чувство свободы дарит мотоцикл, я, честно говоря, не очень люблю. Свобода, она должна быть в душе. Мотоцикл, он не должен ее тебе дарить, она у тебя и так должна быть. Вот у тебя на жилетке написано «Ночные волки». Что доказывает, что Марина Никонова умеет читать. Да. Да, только хотел это подметить. «Ночные волки» — это всероссийский клуб. У нас просто якутское отделение. Ну, во-первых, это те люди, с которыми приятно общаться и которые не подведут в какой-то ситуации. Называем друг друга братьями и стараемся соответствовать этому званию, скажем так. А девушки-байкеры как к ним относятся? Ну, обычно там всегда, если девушка на корабле, то к беде, если девушка еще где-то, то к беде. Ну, девушка вообще это к беде. Базару нет. Я тоже вот читала о том, что при аварии, да, ну, косуха из толстой кожи, что она может помочь. Да, если ты разложился, ну, в основном это проблема новичков. Пока скользишь, да, кожа она спасает в плане того, что кожу не срывает твою. Ты ездишь в шлеме? Конечно, езжу в шлеме. Вот. Замечательный шлем, особенно для тех, кто не любит ездить в шлеме. А маска зачем? Маска для того, чтобы от пыли спасаться. Потому что у нас город очень пыльный, и когда приезжаешь домой без маски, ты как шахтер. Насчет мотопутешествий. Как далеко ты так за один дневной переезд? Далеко не путешествовал. Вот куда самая дальняя точка? Самое дальнее, ну, на водопады вон. Булус. На Булус. Позапрошлом году наши ребята с клуба ездили в Владивосток. Ну, вот это путешествие. Хотя я не хочу лично в Владивосток. Я не великомученик, зачем мне это надо? Что мы знаем о путешествиях? Конечно, далеко не все. А о мотопутешествиях, наверное, еще меньше. Мы в гостях у представителей мотоклуба «Северное братство». Андрей Боцман и Валерий Хазар поделились с нами своими историями в эксклюзивном интервью. В прошлом году, когда мы ездили до Владивостока, мы ехали туда 12 дней. Вот на чем Сити, на рояле, вот я на нем ездил. У него по нашей трассе, у него полностью пробило амортизатор, сломался. И, то есть целый месяц я ехал без амортизатора. По нашей трассе на второй день задница была просто железо, потому что все кочки были мои. А глушаки, они просто по асфальту скребли. Ребята замеряли, где-то коробком фотографии есть, там от глушака до асфальта вот так буквально 3 сантиметра расстояние. Это еще по нормальной дороге, да? Там чуть меньше коробка. Да, по нашей дороге. То есть вот так. Поездки коллектива, мне, конечно, веселее. То есть все эти неприятности, какие-то негативы не глаживаются общением. Ну вот про путешествие в одиночестве. Как бороться со скукой и однообразием дорог? Ну, как бы музыка скрашивала одиночество. Когда уже музыка вся кончалась, приходилось петь самому песни, какие попадались, всплывали в памяти. Какую музыку вы слушаете? Именно рок? Или бывает шансон, поп, абсолютно любую? Я слушаю музыку ту, которая мне нравится. То есть я не зацикливаюсь на рок, бывает и попсу можно послушать. В общем, что записываю, что на флешку закачал, то и слушаю. А вот с мастерскими как дела обстоят в дороге? Мотосервиса как такового по жизни нет, то есть если ты приезжаешь в большой город, если там есть мотоклуб, у них, конечно, есть свои пацаны, очумелые ручки, как говорится, да? Ну, в принципе, все свои проблемы мы решаем сами. Ну, в Якутске же сложно заниматься мотопутешествием. 9 месяцев, зима. Вот вы именно только летом ездите? К сожалению, да.
Потому что, ребята, поймите правильно, то есть... Хотя в этом году к нам прилетали москвичи. Они привезли мотоциклы самолетом. У них мотоциклы специально оборудованы для зимних путешествий. То есть у них были BMW мотоциклы, эндуро с колясками. То есть в колясках стояли большие аккумуляторы автомобильные. Они полностью обтягивали отражающей тканью мотоциклы. То есть у них была экипировка, все там. И они потихонечку доехали до Магадана. То есть за неделю добежали до Магадана. Посмотря нашу программу, кто-то заинтересуется вот, мотопутешествием и соберется поехать, допустим, до Имикона. Вот что можно ему посоветовать? Ну, первым делом определиться с классом мотоцикла. Самый оптимальный вариант для таких поездок – это эндуро. Для начинающих небольшой, не сильно мощный, чтобы хватало ехать, запас мощности был. Ну и, соответственно, экипировка вся должна быть соответствующая мотоциклу, то есть полностью, потому что в дороге и дожди идут, и бывает, что проливные дожди, что бывало такое, что мы из 10 дней дороги 8 шли под дождями, то есть не просыхая. Если с вами, не дай бог, что-то случится, и вы будете один, вам в этой ситуации мало что поможет, то есть если шину себе не наложите. По идее, конечно, стандартная медицинская аптечка первой помощи. Но самое главное, хорошее настроение, просто не гнать. То есть надо ехать спокойно, получать удовольствие от поездки, не стремиться быстро доехать. Нежелательно не ездить ночью, потому что любая яма на дороге тебя может просто выкинуть с трассы. Какие плюсы путешествия на мотоцикле и на автомобиле, и какие минусы? Автомобиль – средство передвижения, грубо говоря, добраться из точки А в точку Б, а на мотоцикл можно сесть и с удовольствием просто прокатиться. Как говорят, машину возит тело, мотоцикл душу. Я думаю, что многие из наших телезрителей, собирающиеся в путешествие на мотоцикле или любом другом транспорте, получили ответы и приблизились к своей цели. Желаем удачи и приятного пути! Что для тебя быть байкером? Такой фундаментальный вопрос. Я прежде всего человек, я понимаю, если это там какой-то фильм, я играю роль байкера, тогда да, я байкер, и что для меня быть байкером? Это моя роль. А здесь это просто моя жизнь, и я получаю удовольствие от езды на этом коне, и все. Друзья, сегодня с нами общался Руслан Косых, байкер, хороший человек. С вами была программа «Пропеллер». Увидимся ровно через неделю. Всем пока! Let's kick it.